Полгода назад президент Абхазии посещал Гальский район, где сейчас возводятся новые фортификационные сооружения, то есть это линия обороны, и он посмотрел, насколько качественно ведутся работы. И вот мы выдвинулись в этот район по поручению президента и посмотрели, как идут эти работы, на каком они этапе, на какой они стадии, какие есть проблемы, с чем сталкиваются строители и так далее. Проехались по всей линии, практически заехали на каждый участок, заезжали и смотрели, общались, разговаривали с теми подразделениями, которые строят эту линию. Вы понимаете, да, что ситуация лучше не становится, и поэтому мы должны быть готовы к любым провокациям со стороны Грузии. И нам линия обороны качественная, надежная, эффективная очень необходима. Поэтому такие работы сейчас проводятся. Следующим этапом нам продемонстрировали вновь созданное подразделение на базе Министерства обороны, подразделение, которое занимается тем, что создают опытные образцы. Сейчас нам продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, как и ударного типа, как и разведывательного типа. И на полигоне на Гвалоу мы сами своими глазами увидели, пообщались с тем подразделением, с ребятами, которые этим сейчас занимаются. Подразделение новое, молодое, но уже у них есть достаточно хороший такой опыт, и они неплохо справляются с теми задачами, которые перед ними ставятся. Что касается фортификационных сооружений, мы наслышаны, что какое-то время уже идет работа. Могли бы вы сказать, на какой все это стадии находится, насколько прочны эти сооружения? Все, что можно обнародовать по этому поводу, нас интересует. Все сооружения строятся по военной науке. Есть, конечно, там определенные сложности с рельефом, с местностью, с теми проблемами, с которыми сталкиваются строители, но, в принципе, все идет в нормальном русле, достаточно эффективно и качественно. Но, опять же, такие проверки будут проходить и в дальнейшем, потому что время идет, и эта линия, она должна быть уже готова, в скором времени, чтобы мы спокойно могли уже на нее рассчитывать. Места разные, это же у нас и горная часть Абхазии, Гальский район такой разный, и равнина, поэтому везде разные, как говорится, свои условия и свои формы, в том числе и долговременных огневых точек, в котором в будущем, в случае необходимости, наши вооруженные силы должны занимать эту линию. Так что есть проблемы, с которыми мы ознакомились, и нам об этом тоже было озвучено. Вроде такое понимание есть. Главное, идет финансирование в полном объеме. Деньги необходимые выделяются. Технические вопросы, они, конечно, существуют. Ведь это все для нас новое. Если там, например, в местах сухих, где-то в других местах, в Абхазии, нету заболоченных мест. У нас есть такие места, поэтому нам надо это учитывать, обходить эти все моменты. А самое главное, чтобы это было надежно. Опять же, я еще раз повторить, что это все делается по военной науке. Так что я думаю, что все получится, просто нужно еще небольшое время. А что касается тех средств, которые сейчас мы начинаем изготавливать, они будут очень надежны. Нам же продемонстрировали и сбросы различного рода боеприпасы. Знаете, много сейчас говорится об этом и показывают, демонстрируют, в том числе на Украине при проведении СВО, как поднимаются дроны и сбрасывают там различного рода взрывчатые какие-то боеприпасы. Это мы здесь тоже увидели. То есть наши дроны уже автоматически могут подниматься, уходить на определенную дистанцию по заданным координатам и траектории, производить сбросы и возвращать четко обратно. Так что... Как вы считаете, в достаточном ли количестве таких аппаратов, скажем так, беспилотных летательных аппаратов, и насколько вы оцениваете точны маневры, которые они производят? Что касается количества мы будем наращивать. Уже есть группа
тех, которые вот эффективно могут уже это производить, а это самое главное. Да? Есть хорошая, прочная база, есть специальное оборудование, которое в том числе может собирать эти беспилотные летательные аппараты, а это самое важное, самое главное. Поэтому мы будем наращивать, финансирование есть, мы поговорили с ребятами, спросили все то, что им нужно, и вице-президент, и секретарь Совета Безопасности досконально изучали, спрашивали все. И финансирование есть, поддержка самое главное, есть со стороны государства, и будет в дальнейшем поддержка, поэтому я думаю, все получится. Ребята реально энтузиасты, у них прям горят глаза, видно, что заряженные на работу, и поэтому эффект уже есть. Можно уже похвастаться, сказать, что первый этап, скажем так, пройден, а это самый главный этап. А сейчас они будут наращивать, причем беспилотные летательные будут аппараты разного типа. Они же сейчас тоже учатся, экспериментируют, смотрят, как это все работает. Здесь же важно очень многие такие тонкости и нюансы. Ветер, погодные условия, дождь, снег. Кстати, хотела и спросить, привлекаются ли специалисты со стороны для обучения вот этой группы? Это наши ребята здесь, с Абхазии. Конечно, они советуются со своими коллегами, смотрят и изучают разный опыт разных стран, в том числе, опять же, и России. Специальные программные материалы они делают свои, так что это все будет закрыто, это все будет локально и автономно. Достаточно хороший уровень они нам продемонстрировали. Сейчас технические параметры и характеристики я вам говорить не буду. Все рано или поздно будет известно, но пока на этом этапе так. А насколько многочисленна эта группа, я имею в виду людей, которые в этом подразделении зачислены? Я не говорю о самих аппаратах, но людей. И достаточно ли их, и будет ли Министерство обороны набирать еще таких, скажем так, знатоков беспилотных летательных аппаратов? На сегодняшний день достаточно людей, потому что каждый из специалистов по своему направлению. Кто-то может работать специальными двигателями, кто-то работает с электроникой, кто-то работает с прошивкой и так далее. Достаточно весь объем работы, который необходимо для того, чтобы поднять беспилотный летательный аппарат, в этой группе есть. Да? И все необходимые средства для того, чтобы работать, они тоже получили от государства, и финансирование получили. Так что все на сегодняшний день достаточно. Все будет зависеть от того, как смогут быстро они нарастить это производство. Так что и в том числе и запчастей необходимых достаточно. Да, когда вы говорите нарастить производство, я себе представляю так, вы где-то закупаются, приобретаются остовы этого аппарата, и потом уже разрабатывается программно, нашпиговывается, скажем так, необходимыми технологиями, да? Так это или не так? Могли бы объяснить? Разные страны собирают, кто-то производит вентиляторы, кто-то производит плата, кто-то производит другие какие-то специальные вещи, которые поднимаются. Поэтому в том числе и приходится закупать в разных странах. Сложности, конечно, присутствуют доставки сюда. Но мы преодолеваем эти все барьеры. Видно, что ребята находят возможности для того, чтобы доставить сюда все необходимое для того, чтобы собирать эти аппараты. Насколько они самостоятельны в своих действиях, насколько прислушивается руководство к тому, что они говорят, это нам надо, в этом нам помогите, здесь было бы хорошо сделать так, а не иначе. Этот момент, как бы вы могли определить, сказать? Нет, мы доверяем ребятам, доверяем, они видно, что специалисты, еще раз повторяю, что они уже поднимают беспилотные летательные аппараты своего производства, сами поднимают. Это говорит о том, что у них есть знания, есть.
Вот, еще раз повторяю, что поддержка достаточная, поддержка будет и будет усиливаться эта поддержка. Они нам продемонстрировали, это мы все видели, поэтому, конечно, будем максимально им помогать в этом плане. То есть компоненты закупаются, там дальше уже эта группа работает, и вы довольны тем, что они умеют и что вы увидели в итоге? Ну, я думаю, что мы через пару месяцев увидим намного более серьезные результаты. Кстати, а как давно они начали работать? Они буквально недавно начали работать здесь, ну, скажем так, с правительством, с руководством. Да. До этого это были энтузиасты, до этого они сами были заинтересованы. Сейчас они уже взяты под крылом Минобороны. Обороны, да, и они работают, это сотрудники Министерства обороны на наших специальных служб. Рауль Валерьевич, уже можем получать все эти беспилотные летательные аппараты здесь. Еще вопрос у меня, он возник, когда мы говорили о сооружениях фортификационных, да, вдоль границы. Насколько прочны материалы, которые там используются при их строительстве, насколько они надежны? Надежные, они железобетонные, так что я думаю, что в случае необходимости они могут выдержать все необходимые удары, по которым могут быть нанесены. Так что качество высокое. Но опять же есть вопросы, есть проблемы, которые сейчас мы занимаемся. И я думаю, что через определенное время они будут уже доведены до конца. Опять же, еще раз повторяю, что мы сталкиваемся с таким масштабом строительством этой линии обороны. Впервые у нас был опыт после окончания нашей войны, Отечественной войны в 1993 году, в 1994 году мы пытались линию выстроить по реке Ингур, но после того, как российские миротворческие силы стали на границе, они уже взяли под контроль нашу, скажем так, условно говоря, линию разграничения, так называлось, это у нас государственная граница была, и мы остановились. Но с учетом вызовов, те, которые сейчас в последнее время мы наблюдаем, нам нужна своя прочная линия обороны. Конечно, она будет, эта линия, взаимодействовать с пограничными силами Российской Федерации, с нашими пограничными отрядами и так далее. То есть это будет в теории все получиться должно очень хорошо и качественно. Это все не дешево. Средства, которые выделяются, не маленькие. Поэтому, конечно, надо все доделать, обязательно будет до конца, и чем быстрее, тем лучше. Сложный ландшафт, есть определенные проблемы, исходя из нашего ландшафта. Нижняя часть такая тяжелая, наверх, на горы, когда поднимаешься. Все это надо соединить, все это надо еще определенные инженерные сооружения. Да, нужны это же не только долговременные огневые точки, доты, но и блиндажи должны быть качественные и так далее, и так далее. То есть это большая, огромная, тяжелая, сложная работа. Которая сейчас строители совместно, заказчик это Министерство обороны нашей страны, они заказывают все эскизные проекты, и все то, что необходимо для того, чтобы это качественно сделать, они данные строителям дают. А строители работают, строители уже собирают, заливают. И там приходилось прокладывать новые дороги, строить новые мосты. Масштабная очень большой объем работы, масштабные работы. Да, в лесу у нас, вы знаете, там места такие бывают заболоченные, поэтому это все тоже нужно было учитывать, нужно было отводить воду и так далее, и так далее. Так что это не так просто. Понимание есть, и все работают, понимая, что это нужно делать, и нужно делать до конца. Поэтому такая инспекция и была проведена по поручению президента. Группа приехала, все посмотрела вместе со всем руководством Министерства обороны нашей страны.